ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Долгоиграющая проблема с ненадлежащей работой управляющей компании на Синюкова 47 приняла новый оборот. Начнем с того, что нам наконец-то ответили на наше письмо. Редакции ГСП, как, впрочем, и жителям этого дома, была прислана отписка. Дескать, никто не захотел брать проблемную многоэтажку, кроме этой злосчастной управляшки. И да, так, на всякий случай, не ранее, как 13 марта жильцы, а именно инициативная группа дома, была на приеме в управлении ЖКХ совместно с сотрудниками той самой УК, где обсуждали проблемные вопросы. Вот что стало итогом встречи. Дальше цитата из письма у ЖКХ. Собственникам помещений было предложено наладить с управляющей организацией деловое сотрудничество в целях достижения общей цели. Только жители той встречи оказались недовольны и обмануты. Пообещали нам, что 15 числа пришлют в наш дом и уборщицу, и людей, которые почистят мусоропровод. Как сами видите, та же грязь, тот же бардак. Последний раз тут убирали еще до 8 марта. Жильцы складывались с деньгами на добровольной основе и из-за санитарной ситуации следили сами 5 месяцев. Но после того, как в январе снова вернулась их бывшая УК, многие отказались от сбора. Выходит, платить-то нужно по 2 раза. Ну а что делать, если никто не хочет убирать? Тем не менее, все в том же письме от управления ЖКХ написано: они не несут ответственности за работу управляющей организации. А если жильцам что-то не нравится, welcome в надзорные органы. И казалось бы, все же понятно, только жильцы разводят руками. Мы ходили, нам отказали. Писали заявление в милицию. Это же мошенничество, обман потребителей. И сегодняшний день мы получили от МВД, вчера мы получили письмо, что они в самом деле управляют нашим домом, хотя бы по сегодняшнему дню их здесь никто не видел. Такой же эффект возымело обращение во все прочие надзорные органы. А тем не менее, налицо самое настоящее невыполнение обязательств по договору, который, к слову, с горя управляющей заключила администрация муниципалитета. И не нужно сваливать все на контингент. Здесь живут вполне нормальные люди, которые заслуживают к себе нормального отношения. Вот, к примеру, Суслина Елена Федоровна отработала в геологии порядка 20 лет. Каким-то неведомым образом вылетела с очереди на жилье. Оказалось здесь. В секции чистота и порядок, пахнет жареным луком, а соседи друг другу как семья. Сами сделали ремонт на кухне, стараются, наводят лоск, только что толку. Все труды на смарку из-за дырявой крыши. В конце лета я приехала, пошла, чтобы они билеты перерасчет делали. Они сказали, пока вы отдыхали, мы вам крышу перекрыли. Где они ее перекрыли? Все льет. Мы ремонты делаем, оно вслед заливает нас. И, казалось бы, жители уже отчаялись и в открытую говорят: нам никто не хочет помогать, никак не свергнуть злосчастную компанию. Как, о боги, об этой компании заговорили в мэрии, да еще и на камеру, да еще и на повышенных тонах. К сожалению, в кадр разъяренный мэр не попал, зато сотрудники управления ЖКХ под его гнетом – да. Результат с их стороны не будет. Коллеги, вы услышьте меня еще раз. Вы сами... Слушайте, вы будете слушать или нет? Вы сами себя успокаиваете, у нас заключен договор с Эммануэль Эш. Или там кем, я не знаю все. Сами себя успокоили, у нас есть договор. Но работы-то нет. Нужна ли она такая компания? А зачем вы принуждаете заключать жители с этой компанией договор? Вы их принуждаете. Или вот тоже картина для жителей Синюкова 47 безусловно радостная. Их двор, Магомед Османов, его свита и конкретная просьба разобраться с управляющей компанией. Есть муниципальное предприятие тогда, давайте, да пусть они убирают. Найдите, как им возмещать и как решать вопрос этой управляющей компании. И мы же ее, эту компанию, загоняем не только сюда, но и другие, зная, что она не работает. Для чего она нужна тогда, скажите мне? Давайте другие меры какие-то, предлагайте, что можно делать. Я очень надеюсь, что порка была не показательной. Верим, дом, несмотря на проблемы, все же обретет нормальную управляющую организацию. Лифты снова запустят, шахту мусоропровода почистят. Но все же не без удовольствия констатирую, лед тронулся.